Дорогие друзья, сегодня поговорим с вами о надежде. Я воспитывалась, и многие поколения людей воспитывались на том, что надежда – это хорошо, что нужно надеяться на лучшее, нужно мечтать о лучшем, нужно ждать лучшего. Я работаю свахой, и люди приходят ко мне с великой надеждой на то, что, конечно же, есть на свете тот самый человек, мой единственный, близкий мне по духу, единомышленник, любимый и так далее. Люди хотят найти такого человека, обязательно надеются. Но что бы было с нами, если бы мы не надеялись? Но вы знаете, я очень много работаю уже свахой, и последнее время, ситуации, разные события происходят таким образом, что как будто вся Вселенная мне говорит: ну посмотри, вот посмотри, ты считаешь, что здесь надежда должна быть, или она служит нам плохую службу? И таких ситуаций произошло уже несколько. Ну, они всегда происходят, но как-то думаешь, что, ну, вот все равно есть же какие-то другие примеры там. Я задумалась и хочу поделиться с вами, рассказать истории, чтобы, может быть, и вы мне в комментариях напишите, или давайте вместе подумаем, хороша ли надежда, всегда ли она должна быть, делает ли она нам хорошую службу, или она нам мешает. Вот мне даже это, конечно, грустно говорить. Опять же повторюсь, что я сама всегда жила надеждой, да, надеждой на то, что будет лучше, будет как-то по-другому, что всегда идешь к чему-то по жизни, к чему-то другому, и на это надеешься. Расскажу две ситуации, которые буквально вот на прошлой неделе. У меня есть мужчина, с которым мы переписываемся, мы с ним созванивались по видеосвязи. Я живу в Санкт-Петербурге, он живет в другом городе, это недалеко, в Кронштадте. Это, в общем-то, практически Санкт-Петербург. Но вот он хочет познакомиться. И второй год мы с ним общаемся, он каждый раз мне пишет, что вот мне не получается, помогите, я готов стать вашим клиентом. Как только дело доходит до того, что нужно заполнять анкету, нужно беседовать о том, что хочешь, какой типаж, как будем искать и почему до сих пор, так сказать, не нашел. Он каждый раз говорит: ой, вы знаете, у меня тут вот, я на сайте познакомился, вот я тут еще попробую, если не получится, я точно к вам. Ну и вот с таким переменным успехом мы с ним общаемся уже вот пару лет. И буквально на первомайские праздники вот он мне написал, говорит, что я вам позвоню, пожалуйста, давайте, я уже все готов, анкету, все, в общем, мы с ним созваниваемся по видео. Мужчина красивый, высокий, с хорошей профессией, как говорится, все при нем. И я опять задаю вопрос: так, давайте уточним, Андрей, ваш возраст. И он мне говорит: мне 50 лет. Я говорю: вот, смотрите, мы с вами общаемся 2 года, вот вам уже 50, ему недавно исполнилось. Значит, все-таки давайте подойдем к вопросу, что вы хотите конкретно, да, потому что, понятно, что растягивать решение вопроса на долгие годы уже нет возможности. Вот. Он мне говорит: главное, что я хочу, это чтобы девушка или женщина была без детей, и чтобы она хотела родить ребенка. Вот мне уже 50, я все созрела, и все, я поняла, что сам я не справляюсь, вот мне нужно. Мы с ним беседуем, и я говорю, что вот, давайте договоримся с вами на берегу, что я вас буду знакомить с женщинами. Понятно, что физически она нравилась, это естественно. Следующие 2 параметра – это у нее нет детей, она хочет родить ребенка. И тогда, говорю, я бы хотела расширить немножко диапазон возраста. Я готова вас знакомить и хотела бы, чтобы вы тоже знакомились с женщинами до 45 лет, потому что у меня есть замечательные клиентки, которым 43, 44, 45, они очень хотят родить ребенка.
И я говорю, вы встречаетесь. Я не говорю, что вам там жениться или там, но вы пообщайтесь, а вдруг эта самая химия произойдет, и, так сказать, у вас будет прекрасная жена, и будет ребенок, а то и не один. У меня такие случаи были, когда в 45 и в 48 двоих детей вот подряд практически родили. На что он мне отвечает, не, ну 45, вы знаете, если ей будет 45, я и сам найду. Я тогда еще поищу. Говорю, хорошо, поищите. И это как раз-таки про то, вам шашечкой или ехать. У человека есть надежда. Надежда на то, что он еще встретит 30-летнюю девушку без детей, которая захочет родить ребенка. И эта надежда, она вот уже 2 года. И на самом деле так и может быть. Это Бог распоряжается, не я, не он, не мы. Но чтобы просто мысли поменять и допустить, что я буду встречаться со всеми, знакомиться или рассматривать все варианты, а уже, так сказать, с кем сложится, с тем и сложится. Простите. И буквально вот опять же на той же неделе общаюсь с девушкой, женщиной, ей 45, она хочет родить детей, хотя бы ребенка, и, в общем, у нее огромная надежда на то, что так может произойти. Мы с ней, она в работе, мы с ней, значит, общаемся, знакомлю я ее с мужчинами. Многие мужчины пугаются, что, в 45, не знаю, там. Но, в общем, как-то не складывается. Вот год мы уже практически в работе, она встречалась с несколькими мужчинами, и были, которые ей очень нравились, и вроде бы как отношения, но не сложилось. Не сложилось, и вот тут знакомлю я с мужчиной, он старше ее на 10 лет, наверное, чуть даже побольше. И мужчина потрясающий, все хорошо. И вот созваниваемся буквально дня 2 назад, она говорит, нет, все хорошо, конечно, он хороший человек, с ним интересно, и вот, куча положительных моментов, но я хочу ребенка, а у него уже есть дети. Я боюсь, что он может не захотеть ребенка, поэтому я ему предложила остаться друзьями. Надежда на то, что вдруг такой человек появится, а вдруг появится моложе, который будет хотеть детей, и как бы вот все срастется. И вот эта надежда, она удлиняет нам поиск. Она, на мой взгляд, вот мне показалось, что она мешает. Она мешает увидеть человека сейчас, жить здесь и сейчас, общаться сейчас. И кто его знает, может быть, вот тот мужчина, который я старше, в принципе, он не категоричен в отношении того, что ему не нужны дети. И может, и наоборот, может так случиться, что мужчина, который будет где-то ее возраста, будет хотеть детей, у них может не сложиться отношения, или, все что угодно может быть, но надежда, она нас, это знаете, как морковка у осла, да, которую вешает впереди, чтобы он шел. Вот в этих ситуациях, мне кажется, она служит вот такую службу. Мы постоянно идем к чему-то, нам кажется, вот же, вот сейчас может быть, и вдруг, и уходят годы. Уходят годы, и мы не получаем того, что имеем, чего хотим иметь, и жизнь складывается. Потом мы сожалеем, да, о том, что вот надо было тогда. Но мы не знаем, как надо было. Поэтому сейчас я просто хочу обратить ваше внимание на то, что жизнь происходит здесь и сейчас. Она происходит сегодня. И если мы думаем, что и тоже такие ситуации бывают, что встречаясь, все хорошо, женщина хорошая или мужчина хороший, вроде бы мне все нравится, но я думаю, что, а вдруг я вот там еще идеальнее встречу,
Потому что вот как-то, особенно в брачном агентстве, при работе со свахой, всегда несколько вариантов, и думаешь, ну ладно, с этим вот все хорошо, но познакомьте меня еще вот, ну там какие-то другие параметры или лучше, или всегда кажется, что есть выбор, и в этом выборе можно найти что-то лучшее. И прошу вас, обратите внимание на то, что с вами происходит сейчас, какие люди с вами встречаются сейчас, с кем вы общаетесь сейчас, и не бойтесь идти в отношения. Даже если что-то, может быть, не нравится, или, как вам кажется, что-то вам не подходит из тех идеалов, которые вы себе нарисовали. И могу еще рассказывать много примеров. Ну, вот все-таки вот эту фразу, наверное, скажу вам, что сожаление от сделанного с ошибкой гораздо меньше, чем сожаление от того, что ты не сделал. Вот сожаление от того, что ты не сделал, они гораздо тяжелее, горше, неприятнее, чем сожаление о том, что я там сделал, ошибся, ну и ладно, я встану и пойду дальше, или я что-то исправлю. Не бойтесь ошибаться, не бегите за призрачной морковкой, умейте остановиться здесь и сейчас. Идеальных людей нет, мы сами все не идеальные, поэтому пробуйте строить отношения с теми людьми, кто для вас старается, кто с вами хотел бы общаться, может быть, даже кто вас любит. Не упускайте эти шансы. И, конечно же, будьте счастливы.